привет из Коми, привет от Олега. Очередной выезд в тайгу. Сегодня едем на первую избу. С ночевкой едем. Приятного вам просмотра, ребят. Сегодня на улице минус 4 градуса, на шквальный ветер. К сожалению, очень холодный ветер вышел. В планах у меня сегодня рыбачить. Взял с собой тулана. Погуляем, побродим. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас поедем дальше. Блин, ветрено сегодня, очень сильный ветер. Остановился возле нашего столика. Снега много еще в тайге. Неприятная погода, к сожалению. Вот это меня очень сильно напрягает. Холодный ветер. На реке сейчас вот такой вид. Смотрите, сколько снега еще у нас. Сегодня 6, если не ошибаюсь, 6 апреля. Лед стоит, буранницы катались на снегоходах. Следы. Здесь немножко уже, где солнце попадает, более-менее тает снег. И на дороге по пути я немножко поснимал для вас. От села южнее, в сторону села южнее, и там уже как бы тоже дорога вся чистая, земля, а здесь, смотрите, все это ледник. Тулан бегает, ходит. Дорога еще можно ездить, потому что лед. Тулан нагуляется сегодня тоже вдоволь. Ни облачка, ничего нету, вот, если посмотреть. Деловой. Чолом зара кырка. Лечусь дівчини. Чолом зара.
Ну вот, ребят, снова мы на первой избе. Сегодня наст хорошо держит, вообще капитально хорошо. Тут уже весна, возле избы везде кругом проталины, земля видна. В общем, будем обживаться. Ну вот наша палатка, не палатка, а вот спальный мешок такого размера. Здесь еще также привез, как и на вторую избу, вот такой совок. Ну и по мелочи. Вот это корыто. Скажем, если большой рюкзак и вот такой мешок уже как бы не влезает, очень тяжело там будет там опрокидываться. Для саней, для таких больших грузов лучше сани. Лучше 2 раза, чтобы выше борта были. Ну, я облегченный вариант взял, чтобы жерлицы ставить. 2-й или 3-й год с ними еще. Вот. Давайте зайдем в избу, посмотрим, что там. Немножко может быть проблема со звуком. Сегодня шквальный ветер, но, блин, очень сильный ветер. Сухостой пока стоит. Я ждал, что в эту весну, зиму он все-таки свалится. Нет, ни хрена. Пока держится. Тут, смотрите, все растаяло уже. Вот так все выглядит. Лодка на месте. Здесь, смотрите, это Женька, сосед мой, приезжали с женой. Они даже здесь до туалета все убирали. Так что, ну, в принципе, все как и было осенью. Все ништяк, все нормально. Беседка тоже, крыша целая. Не провалилась. Многие думали, что провалится, не выдержит крыша. Всякие комментарии были, там читал. Ничего с ним не случилось. Даже, ну, блин, я так и думал, что ничего не случится. Крышу уже, как бы, снег ушел. И там, между прочим, тоже уже снега нету на амбаре. Вот это старая изба, которая первоначально у нас была. Жили мы сперва в палатке, потом вот эту маленькую избушку делали, строили. Потом на амбар переделал. Но он там, как бы, на бане, вот, крыша, там надо ремонт крыши. И там снег немножко осталось. Дров до хрена. Пилу я тоже взял, но пригодится, не пригодится, там на дрова есть. Летом заготовим. Я хотел зимой на буране, но не получилось. Я сюда уже не приеду на снегоходе. Сезон уже снегохода закончилось. Летом или осенью сушину на УАЗике привезу. Ну, в принципе, что еще там? На реке там лед. Блин, продует такой ветер, думаю, у меня. Очень холодный ветер. Но днем в середине дня теплее будет, но сейчас в данный момент даже прям насквозь идет ветер. Давайте зайдем в избу, посмотрим. Хорошая погода. Послезавтра дожди снова. Че там за ракорка? Мышеловка, как всегда, упала. Но, в принципе, все хорошо. Я не знаю, кто-то был или нет. Может, были, ничего не записали. Ну, наверное, были, потому что ведро так оставили. Неправильно ведро оставили. Надо вот так, ну, поставить. Мыши туда залезут. И чайник вот открытый. Ничего не открытым не надо оставлять. Это для того открытым оставили, чтобы, как сказать, испарилась остатки воды. Но и мыши туда могут залезть. Это тоже вот нехорошо. Вон как следы от мышей я вижу. Не знаю. Обычно никто ничего не пишет. Я давно тут, до Нового года я здесь был. Потом за елкой приезжал здесь на охоте. Были, я вам снимал. Да, только Света и Женя. Света и Женя только вот были еще. Так, сперва затоплю печку первым делом. И
Сразу же на рыбалку позавтракаю и на рыбалку схожу в первую очередь. Хорошо. Своя изба в одиночестве — это моя стихия, ребят. Люблю одиночестве побыть. Просто вот, если в тайгу, то уже в полном одиночестве отдыхать. Полном. Ни от кого не зависишь. Просто, блин, нет слов. Я уже 1000 раз об этом говорил. Ляпота. Да, сушина, конечно, держится. Крепыш. Шишки. Сосновые шишки до хрена. А на елка уже нету. Вот так. Только на соснах.
Я сегодня взял, ребят, 5 яиц. Сейчас сразу же на завтрак пожарю их. Так, это до рыбалки, чтобы не забыть. Чтобы не забыть. Тут у нас немножко масла взял. Колбаса, сейчас колбасой надо пожарить. И майонез этот, соус. Вон, соус майонезный. Ребят, я не знаю, у кого какой вкус, но он мне не понравился. Ну, раз купили, надо доесть. Но они не хорошие, не очень вкусные. Это эхо дня рождения. Я еще праздную день рождения свое. Сегодня тоже сразу с термосом возьму. Как бы сейчас пойду на рыбалку и его возьму. Так, дальше подводную камеру тоже сразу взять. Это на рыбалку. Так. Для тулана взял сухари. Взял сухари. На второй избе кашу я готовил. Бля, целую кастрюлю он так и не съел. А вот этот, как сказать, сухари здесь с тушенкой разбавлю и посмотрим, как он съест. Радио взял. Буду пользоваться или нет, не знаю. Для съемки. Ну, ничего особенного, ничего. Все как всегда. Вот. Взял такой консерву мясо цыпленка. И для тулана вот такой еще. Это последняя банка свинина. Это в светофоре брал. В следующий раз даже для собак я его брать не стану. Я не знаю, из чего он сделан. Короче, собака даже не очень хорошо ест. Вот. Буханку хлеба взял. Больше не надо. Хватит на одну ночь. Картошку. Ну и все, наверное. Так, нужно тоже... Как же, что же, как... Или рюкзак, наверное, возьму. Это, чтобы не забыть. Рюкзак я внизу. А, лук еще, вот лук. Точно. Вот. Ну, примерно так, ребят. Примерно так. Так, это для съемки, как говорил. Тык.